эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. 140 новых случаев коронавируса. В каких районах больше всего заболевших? Мошенники похитили более полумиллиона рублей у 3 жителей Алданского района. В селе Батамай продолжается строительство нового молочного цеха сыроварни. Он будет больше прежнего в 13 раз. Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса. Неделю назад то же самое сделал президент Гвинеи Альфа Конде. Подробности смотрите в следующем сюжете. Президент Аргентины Альберто Фернандес стал вторым главой государства в мире, сделавшим прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви». Он получил первую дозу препарата в национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса. 61-летний Фернандес сделал это в четверг, на следующий день после того, как в стране одобрили использование препарата для людей старше 60 лет. Первым мировым лидером, привившимся спутником, неделю назад стал президент Гвинеи Альфа Конде. Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 миллионов доз спутника Ви. Первая партия в количестве 300 тысяч доз была доставлена в Южноамериканскую республику двумя частями 24 декабря и 17 января. В четверг Венгрия стала первой страной Евросоюза, одобрившей применение российской вакцины. Будапешт принял это решение независимо от блока, что вызвало недовольство Брюсселя, поскольку препарат еще не зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств. Также «Спутник Ви» одобрен в Белоруссии, Сербии, Боливии, Алжире, Объединенных Арабских Эмиратах, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Россия в среду подала заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе. Теперь к последним данным по коронавирусу. В Якутии еще 140 человек заболели COVID-19 в регионе. Выявленных случаев меньше, чем днем ранее. В столице 45 заболевших, в Мирнинском районе 25. В Алданском выявили 23 новых случая, в Нерюнгринском 11. От 1 до 8 случаев заражения зафиксировали еще в 13 районах республики. За сутки лаборатории провели свыше 2400 исследований на коронавирус. Глава Якутии Сан Николаев вручил ключи от новых автобусов директорам школ. На эти цели правительство России выделило более 125 миллионов рублей. Регион получил 51 «Газель» и 19 автобусов ПАС. Транспорт адаптирован под суровые северные условия. Двойные стеклопакеты, мягкая обивка сидений, дополнительная теплоизоляция и отопление. Кроме того, автобусы полноприводные, что повышает их проходимость. Всего школы Якутии получат 70 новых автобусов. Для нас получение автобуса – это, конечно, долгожданное событие. Для сельских детей до сих пор остается проблема выездов, скажем, на какие-то культурные мероприятия, но в тот же город Якутск, музеи, в театры. И поэтому мы думаем, что, конечно, для повышения качества образования и в целом для повышения качества жизни на селе детей – это очень хорошее подспорье. В рамках рабочей поездки в Намский район глава Якутии Сан Николаев посетил молодую семью Парниковых. Они построили свой дом в 2017 году по программе обеспечения жильем молодых семей. Парниковы занимаются разведением крупного рогатого скота. Сегодня в хозяйстве свыше 2 десятков голов. При этом они также берут на содержание скот у частных лиц. Таким образом, в их коровнике содержится более 100 голов скота. Как раз и о новом законе, который начал действовать с этого года, ознакомились с проблемами, которые есть. Ну и, конечно, вот с руководством района мы здесь, в Музее государственности республики, посмотрели вопросы социально-экономического развития района. Считаю, что район имеет очень хорошие перспективы с учетом его расположения, с учетом его человеческого капитала. И, конечно же, вот вопросы, связанные с, скажем так, укреплением материально-технической базы социальной сферы в Намском районе будут поддерживаться. Холод этой зимой добрался и до Южной Якутии. Северный ледяной ветер, морозы под минус 50. А кому-то приходится еще и работать в таких условиях на улице. Наши корреспонденты встретились с рабочими и узнали, как сохранить тепло в душе, обеспечивая жизнедеятельность района в суровые морозы.
Мы давно привыкли пользоваться бытовыми благами цивилизации – вода, газ, канализация. А по-настоящему начинаем ценить эти удобства только тогда, когда что-то ломается. Тогда возникает необходимость в услугах квалифицированного рабочего. Нам на помощь приходит слесарь-сантехник. Он выявит причины неисправностей и устранит аварию. Я работаю свыше 27 лет по канализационной системе ЭКС. Проводим, чтобы у людей уходили стоки, чтобы ничего не засорялось у нас. Обеспечивая работу городских тепловых и водоканализационных сетей, труд слесаря сопряжен с множеством рисков и большой ответственностью. Работать часто приходится на открытом воздухе, и неважно, какой на улице мороз. Ну как у нас получается, мы исправляемся. Вот такая вот у нас работа. Сами видите, на морозе нам выдают спецодежду. Привыкаешь. Люди тоже живут здесь, спасаем. А главный инженер горводоканала Евгений Холод сегодня находится в тепле. Он курирует работу всей бригады. Кстати, старинная славянская фамилия ему досталась от предков, выходцев одноименной деревушки на Украине. Я же не сразу главным инженером стал. И на этом предприятии это у меня 4-я должность. Работал начальником цеха ремонтного, на улице работали. И сутками, и по 3 суток работали на морозе. Поэтому как бы это мне знакомо. Зима очень тяжелый период для предприятия. Но так как у нас работает команда профессионалов на линии, проходим без аварийно. Да, зимой мало у кого есть желание долго находиться на улице. Люди стараются быстрее добраться до дома или офиса. А есть те, для кого улица – это и есть место работы. Под открытым небом также ежедневно трудятся дворники, грузчики и люди других, незаменимых для нашего комфорта и жизнеобеспечения профессий. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Мошенники похитили более полумиллиона рублей у 3 жителей Алданского района. 55-летней жительнице поселка Лебединый позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил о попытке хищения денег. Мужчина убедил женщину оформить в мобильном приложении кредит на 300 тысяч рублей и перевести деньги по указанным реквизитам, после чего ей будет выплачена компенсация. Женщина перевела все средства на продиктованные номера телефонов. Аналогичным образом мошенники обманули 48-летнего жителя района. В итоге он потерял более 147 тысяч рублей. Еще одной жертвой аферистов стала 61-летняя женщина. Она поверила лжесотрудникам банка, продиктовала данные и код из СМС-сообщения, после чего с ее счета дважды списались 68 тысяч рублей. В селе Батамай Ленинского района продолжается строительство нового молочного цеха с сыроварней. Он будет больше прежнего в 13 раз. Расширится и ассортимент молочной продукции. Светлана Балеева продолжит тему. Предприятие «Арман» работает ударными темпами. Строительство молочного цеха с сыроварней началось в конце прошлого года. Закончить его, по словам главного инженера предприятия, планируется через 2 месяца. Ведется монтаж системы отопления. И по окончанию будут вестись работы по электромонтажным работам и вентиляции. И по ходу будет вести подготовка работ под заливку полов. Напомним, что сегодня предприятие располагается в небольшом помещении, площадь которого 45 квадратных метров, что не позволяет Батамайскому выйти на новый уровень производства. Больше продукции выпускать не можем. Старый цех у нас расположен в приспособленном здании, где очень неудобно работать, где не соблюдается поточность молока, поэтому люди, наши работники, прилагают максимум усилий, много очень ручного труда. И получается, оборудование мы еще давно получали старое оборудование от Ленского молокозавода, поэтому вот оборудование то и дело каждый день выходит из строя. Новый цех будет больше прежнего в 13 раз. С его введением в эксплуатацию продуктовая линейка ООО «Батамайская» увеличится до 17 видов молочной продукции. Кроме того, предприятие начнет выпускать сыр. Наша традиционная продукция будет молоко, кефир, йогурт, сливки, сметана. Кроме этого, запускаем новую линейку. Это такие, как варенец, ряженка, плюс еще 3 вида сыров. Сегодня у предприятия 200 дойных коров с молодняком 560 голов крупного рогатого скота. Ежедневный надой – 1,5 тонны. Каждое утро из парного молока на предприятии изготавливается свежая партия продукции. В день выпускаем йогурта около 240 бутылок по 0,5 объемом.
Кефира у нас получается, если объем 230, естественно, у нас выходит 240-250 бутылок в день. Ну, сразу же мы его реализуем, он у нас не стоит. Молока пускаем 700-600 литров в день. Творог у нас, ну, если так в среднем взять, каждый день выходит на отправку 90 килограмм в среднем. Сливок, если брать в литрах, литров, наверное, по 30, по 40 каждый день. Помимо молочной продукции, предприятие ежедневно поставляет населению 170 килограмм свежего мяса. Вся выпускаемая продукция проходит через лабораторные исследования и только после этого поступает на прилавок фирменного магазина, где уже через пару часов раскупается. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Якутские студенты этим летом смогут присоединиться к всероссийскому поисковому движению. В военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Федора Хлопкова, который находится в Ржевском районе Тверской области, откроется дальневосточная смена. Волонтеров ждет увлекательное погружение в историю Великой Отечественной войны, причем именно в тех местах, где шли ожесточенные бои. Кто сможет попасть в отряд, узнавал Максим Кардозу. Вот так прошлым летом по инициативе якутского постпредства открывался поисковый лагерь имени Федора Хлопкова в Тверской области. Наш знаменитый земляк-снайпер свой путь героя начинал именно в этих краях. В прошлом году 300 молодых волонтеров смогли поучаствовать в поисках и идентификации останков бойцов времен Великой Отечественной в местах сражений под Ржевом. В 2021 планы у организаторов еще масштабнее. Хотелось бы в этом году сделать смены, минимально 2 смены по 250 человек. Хотелось бы, может быть, даже и побольше, по 300 человек попробовать 2 смены. Желающих много. У нас основные проблемы, это, конечно, нужно все сделать, транспортную логистику, маршрутную, выдать и правильно сделать карты поиска. В одну из смен должен попасть и дальневосточный отряд. Он будет сформирован из студентов дальневосточных вузов. Поездка, проживание, питание для волонтеров будет бесплатным. Проект финансируется за счет президентского гранта. Ребята примут участие в вахте памяти, посмотрят несколько образовательных треков. Вместе с Росмолодежью мы готовим, посмотрят, каким образом организована поисковая деятельность в Тверской области, в Новгородской области, Московской области. Это поисковые отряды, которые в последнее время стали нам очень близкими друзьями, обменяются опытом. Но главная цель – участие в поисковых работах в местах, где сражались за Родину тысячи якутян. Крайне важно, чтобы хотя бы раз можно больше наших земляков, молодежи нашей, побывали непосредственно на полевых работах и поучаствовали в подъеме тел и других артефактов, которые находят на полях сражений. Это личное участие в такой работе оставляет, я согласен, неизгладимый след в душе и сердце каждого человека, кто при этом присутствует. Подать заявку в дальневосточный отряд может любой желающий, а потом уже комиссия определит окончательный состав. Это будут 50 счастливчиков из разных регионов самого большого федерального округа. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.